Добрый день, меня зовут Искендер Бариев. Череда политических событий продолжается и набирает новые и новые обороты. Так, 23-26 мая прошли выборы в Европейский парламент. Что же ожидать от их результатов? Как они отразятся на судьбе оккупированного Крыма и Украины? Об этом поговорим в третьем выпуске блога Liberate Crimea. Напомню, накануне выборов активисты международного движения Liberate Crimea объявили о старте кампании «Европейский парламент. Кандидаты, скажите, чей Крым?». Сегодня мы уже имеем результаты, и они достаточно оптимистичны для нас. По результатам выборов свое представительство увеличили проевропейские силы – зеленые и либералы. А что нам от этого, спросите вы? И правильно сделаете. Это значит, что вопрос деоккупации Крыма, защиты прав человека и санкционной политики в отношении Российской Федерации будет стоять на повестке дня в новоизбранном парламенте, поскольку именно эти партии выступают наиболее последовательными союзниками Украины и крымско-татарского народа. Тут можно вспомнить и Клаудио Гаман, и Ги Верховстада, и Ребекку Хармс, и ряд других европейских политиков, которые системно поддерживают нашу страну и деоккупацию полуострова. Перейдем к деталям. Так, например, от Латвии в Европейском парламенте будет представлено 8 депутатов, 3 из которых, возможно, будут занимать пророссийские взгляды, но 5 других готовы поддерживать вопрос деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины. В Германии второе место на выборах заняли не социал-демократы, которые более лояльны к Российской Федерации, а именно зеленые, один из лидеров которых, Ребекка Хармс, последовательно поддерживала освобождение Крыма. Среди проевропейских левых будет также представлена и польская партия «Весна», от которой мы ожидаем положительных результатов. Также радует, что не так много, как прогнозировалось, взяли европейские ультраправые. Например, австрийская партия «Свободы», известная своей пророссийской позицией, будет представлена всего 3 депутатами. Венгерская «Йобик» – 1. А альтернатива для Германии, которая могла бы занять 2-е или 3-е место в ФРГ, заняла лишь 4-е. Польские шовинисты из конфедерации Корвин, Браун, Лира и националисты вообще не взяли ни одного мандата. Что же мы имеем? Даже если христианским демократам, либералам и зеленым не удастся самим сформировать большинство, то к широкой коалиции могут присоединиться социал-демократы, среди которых, поверьте, много тех, кто готов продолжать и усиливать санкционную политику против России. Я с уверенностью могу сказать, что международное движение Liberate Crimea сыграло свою роль в том, чтобы адекватные европейские политики стали депутатами Европейского парламента. Ведь черные метки направлялись ультраправым нашими активистами. Но не стоит забывать, впереди выборы в Верховную Раду, от которой напрямую будет зависеть вопрос деоккупации Крыма, защиты прав человека и интересов крымско-татарского народа. А ведь у нас до сих пор нет закона о коренных народах, не внесены изменения в 10 раздел Конституции и так далее. Для нас важно, чтобы в данном избирательном процессе темы деоккупации Крыма, защиты прав человека и реализации коллективных прав крымско-татарского народа были ключевыми. Хотелось бы, чтобы каждый гражданин Украины при голосовании осознанно поддержал ту политическую партию, которая имеет четкую позицию по восстановлению целостности нашего государства. Убежден, что Крым должен быть представлен в высшем законодательном органе Украины. Однако из оккупации нет возможности избрать 12 депутатов по мажоритарным округам. Также до настоящего времени так и не принят закон о коренных народах Украины, который мог бы гарантировать представительство коренного народа Украины в Верховной Раде. Поэтому, на наш взгляд, важным индикатором позиции политической партии по восстановлению целостности Украины является наличие представителей коренного крымско-татарского народа в проходной части партийных списков, по крайней мере в первой 20-ке. Мы призываем политические партии включить в предвыборные программы план по деоккупации Крыма, план мероприятий по защите прав человека в оккупированном Крыму, а также реализации коллективных прав крымско-татарского народа в Украине. Иначе ждите черные метки. Более того,
Мы считаем, что для дальнейшей работы по крымскому вопросу необходимо будет создать межфракционную депутатскую группу Liberate Crimea, которая будет инициировать тему Крыма и объединять депутатские фракции в принятии важных законопроектов. Да, совсем забыл. Сегодня мы уже имеем второе решение по признанию депортации крымских татар геноцидом. На днях соответствующее решение 77 голосами принял Сейм Литвы. Интересно, какую порцию цинизма выдаст Российская Федерация на этот раз? Снова выбросит свой информационный спецназ? Или возбудит новое дело о неких карателях из Литвы, как это было в случае с Латвией, которая первой из зарубежных стран признала депортацию 1944 года геноцидом? Повторюсь, Россия боится новых решений о признании депортации крымско-татарского народа актом геноцида. В прошлом выпуске я говорил, что до конца текущего года парламенты минимум 3 европейских стран могут признать депортацию крымско-татарского народа геноцидом. Спасибо литовским парламентариям. Мы надеемся, что так и произойдет. Для этого мы ведем огромную работу. Ведь это дело чести. Это долг перед нашими родителями. К сожалению, некоторые из них так и не дожили до этого дня. Работаем дальше.